Говорит и показывает Северный Кавказ. Доказательство этому – второй форум СМИ, который прошел в Пятигорске. В этом году объединены сразу несколько значимых событий для медиасреды. Кавказская интернет-премия «Прометей-2014» открыла работу форума. Идея отметить активных журналистов на просторах сети интернет появилась 4 года назад. В этот раз номинаций еще больше. Звание «Лучший культурно-просветительский проект Северного Кавказа», портал остинской поэзии «Амзавга» и портал «Алании. 44-я долгота». На этом проект «44-я долгота» не собирается останавливаться. У нас еще очень много интересных проектов, о которых я сейчас не буду рассказывать, но вы обязательно об этом узнаете в следующих премиях, которые мы получим, надеюсь. Лучший государственный портал у Дагестана. Также эта республика отличилась в номинации «Открытый министр». Им признан Азнаур Аджиев. Премия «Дебют года в сети интернет» у регионального телевидения «Осетия ТВ». Команда из молодых журналистов в течение года работали над развитием своего контента. Я это везде здесь говорю очень многим людям, что Осетия ТВ на территории СКФО прям ворвалась таким хорошим шлейфом именно и включилась во все процессы информационных движений. Год назад уже отмечал продвинутость, если простым языком, стенда Осетия ТВ. Мы там выходили, даже прямой эфир и была трансляция. Но в этом году они еще раз нас поразили, вы нас поразили еще раз, молодцы. Классный стенд, замечательные технологии. Мы, наверное, даже подумаем, может быть, в своей работе будем использовать ваш опыт. Молодцы. В рамках форума прошли мастер-классы от ведущих российских журналистов, круглые столы и презентации региональных медийных проектов. Также обсудили особенности формирования регионального информационного продукта для федеральных изданий. Благодаря форуму СМИ Северного Кавказа удается познакомиться с контентом других регионов. Здесь развернуты небольшие площадки, где представлены как печатные, так и электронные СМИ всех республик Северо-Кавказского федерального округа. Северная Осетия в этом году представляет первое региональное интернет-телевидение. Это Осетия ТВ, где уже есть несколько часов уникального вещания. Наша республика демонстрирует еще один перспективный проект под названием «Медиабокс». Это новый уникальный портал по сбору и обмену видеоконтентом региональных телеканалов. В ежедневном режиме здесь будут размещаться информационные сюжеты субъектов Северного Кавказа. Ну, я вас поздравляю, здорово, это очень мощно, и уже с проектом мы приехали. Очень многие не могут это себе позволить. Не знаю, может быть, из-за отсутствия креатива, может быть, просто потому что не думают об этом. А вы уже привезли мощнейший проект, к нему стоит прислушаться, присмотреться, и мы сфокусируем внимание исполнительных органов власти на эту тематику. Ноу-хау остинских специалистов заинтересовало федеральных чиновников. Заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин поинтересовался, будут ли материалы доступны для федеральных каналов. Разработчики проекта заверили, что весь контент разместят в открытом доступе сети интернет. Хлопонин отметил перспективность проекта и поддержал его дальнейшее развитие. Этой программой заинтересовались и представители субъектов Северокавказского федерального округа. Елена Черенкова, Георгий Кукоев, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.